Хоть и в масках, но после дождя дышится легче. Но осадки оставили неприятный осадок у казанцев. Утром многие обнаружили белые пятна на своих железных конях, которые сложно оттирались. Водитель со стажем Хамид Гелезидинов все списывает на пыль и серные дожди. С такой грязью, говорит, встречался не раз. Ну, это грязь, пыль. Это была пыль на машине. Дождь прошел, это, не размыл полностью пыль. Пыль остался, вот так расплылся. Мы решили опросить и других водителей. Они странный налет на капоте тоже заметили и изрядно переживали за покрытие машин. Если начинаешь отдирать, то она просто царапает эмаль. У меня машина стояла во дворе. То есть я видела, что никакой обработки там не было. В Роспотребнадзоре заявили, они никакого предписания на обработку не давали. Экологи в воздухе посторонних примесей не выявили. В городе Казани на период с 11 по 12 апреля превышения максимально разовых значений предельно допустимых концентраций не было. А тем временем автовладельцы поспешили на мойки. Как оказалось, проблемы возникали и тут. С пятнами справлялись не все. Налет оставлял разводы, не оттирался. Самое главное в данном случае не тянуть с заездом на автомойку, потому что чем дольше вы будете тянуть, тем сильнее состав будет въедаться в лак-красочное покрытие. Специалисты гидромедцентра уже лабораторно проверили осадок. Его высокая электропроводность говорит о высоком содержании соли. Соль, которая была в зимний период, посыпали с дороги, дождями было смыто на обочину, и вот в результате вихревых потоков, поднималась с осадками, высаживалась уже вторично на поверхности. Скорость ветра в эти выходные была выше 20 метров в секунду. Он и разнес всю соль. Теперь главное вовремя помыть машину. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.